В Якутии хомус любят и почитают. Этот удивительный маленький инструмент легко прячется в ладони, при этом его окружает множество домыслов, преданий, легенд. Искатели Якутии попытаются ответить на некоторые загадки, связанные с происхождением и свойствами этого таинственного музыкального инструмента. Один из главных вопросов, которым задаются исследователи, когда появился хомус. До сих пор точная дата не названа. Существует предположение, что первые музыкальные инструменты по принципу игры, схожие с хомусом, существовали уже в мезолите, то есть около 10 тысяч лет назад. Не менее волнующий исследователей вопрос, где впервые на Земле появился инструмент. Родину хумуса или варгана, как его называют в Европе и Америке, определить трудно, поскольку он очень широко распространен по всему миру. Его можно встретить в Японии, Европе, Азии, Африке и Америке. Сегодня во всем мире насчитываются тысячи поклонников варгана. Особенно его чтят в Якутии. Этот хомус мне тоже один кузнец вот совсем недавно специально сделал. Потому что когда человек специально делает, этот хомус подходит, и тогда, когда я играю, энергия кузнеца, который он заключил в этот язычок, и выходит как звуковая волна огромной силы. И потом, когда этот инструмент подходит, например, мне, моя энергия, тоже в виде волны, энергия – это волна, и как две волны совпадают, это резонанс получается. И в физике есть такое явление, когда резонанс, сразу сила увеличивается многократно. Даже когда солдаты ходят по мосту, бывает случай, мост разваливается от резонанса. Так, ну, поэтому вот хомус специально сделанный извлекает очень такой сильный звук. И если человек умеет пользоваться, медитировать, например, он может использовать эту энергию, ну, чтобы исцелиться, чтобы отдохнуть. В музее хумуса в Якутске собраны варганы разных стран. Есть очень редкие экспонаты. А в 2010 году собрание пополнил американский ученый-этнограф Фредерик Крейн. Он передал в дар музею варганы, который копил почти полвека. Особое место в этом собрании занимают древние английские экспонаты. Этому очень рад директор музея Николай Шишигин. В этих английских варганах играли короли, лорды Англии. Каждый варган имеет очень интересную историю. И, возможно, там играли и другие знаменитости. И что удивительно, вся коллекция древних варганов, хомусов из Англии, Шотландии, благодаря Фредерику Крейну находится у нас. Если вдруг Англия захочет
показать свои древние варганы, свою культуру, то ему придется обратиться в наш музей. Вот видите, как раз эти варганы находятся у нас в экспозиции. В музее много интересных экспонатов. Например, ходит молва, что здесь есть космический варган, который исполняет заветные желания. Даже в это я лично сам верю, что этот хомус исполняет желание. Мария Ирназарова загадала желание стать мисс Якутия, и мы знаем, что через 2 дня она стала действительно мисс Якутия. И я, пользуясь служебным положением своим, 2 раза загадал желание. Одно желание исполнилось, второе тоже исполнилось. А есть хумусы идеальной формы и размера. В мире хомуса данная работа считается как бы скрипкой Страдивари, потому что здесь именно классическая форма якутского хомуса. Этот хомус, работы мастера Гоголева Семена Иннокентьевича, по всему миру очень ценится вот работа именно вот этого мастера. Хомус очень певучий. Обычно делают хомусы сувенирные, они долго не живут, и они быстро устают. А данный хомус, ему около 30 лет, и послушайте, какой у него звук. В руках у меня 2-я работа мастера. Это хомус с кольцом. Бытовало мнение, что игрок, играя на музыкальном инструменте, сжимал очень крепко корпус, из-за этого уменьшался звук. И вот мастер задался целью увеличить громкость звучания музыкального инструмента и сделал кольцо. А вот и крошечный хомус из Японии, который подарил токийский ученый-варгановед Лео Тадагава. А сейчас я хотел бы сыграть на этом маленьком японском инструменте. Длина его 1 сантиметр 8 миллиметров. До недавнего времени он считался самым миниатюрным в мире. Но якутский мастер из села Актемцы Хангаласского района Иван Христофоров сделал хумус еще меньше, длиной всего 1 сантиметр, а язычок выкован из металла от часовой пружины. И звучит... Хомус серьги, они по технологии так же, как и большие сделаны, без изменений. Все так же, все вручную, маленькие, но они тоже играют, можно надевать на уши тоже. И как значок можно еще тут носить. Чтобы усилить звучание, Иван Христофоров соединил хомус с электромагнитным резонатором. Здесь на свет появляются удивительные вещи. У себя в мастерской мастер Иван Ильич Христофоров смело экспериментирует, совмещая современные технологии и традиции предков. Все, круг получился. Когда горячая обработка, тогда молотком сразу углы делаем. То я раздвину щечки, чтобы туда потом ставить язычок. Потом его надо еще подправить сейчас полностью. Ну, тут время берет. Когда потомственные кузнецы, особенно когда делают, которые долго занимались изготовлением хомуса, они делают его подходящим вот, для своего народа. Ну, даже у нас в Якутии акценты же имеются, люди в разных регионах по-разному говорят. Ну и каждый человек уникален. Например, один хомус может звучать по-разному для каждого человека. И если этот хомус подходит для этого человека, тогда только он звучит. И проверяем, будет ли ударяться об щечки язычок.
Исследователям часто задают вопрос о названии инструмента. Большинство азиатских наименований звучанием похожие на якутские – хомус, комус, гопус. Эти слова переводятся просто «музыкальный инструмент», а сопутствующее слово обычно указывают на материал, из которого он сделан. Например, киргизское «тимир» означает «металлический», а тувинское «кулузун» указывает, что варган из бамбука. Но некоторые варганы получали более изощренные имена. Фантазии европейцев в этом деле можно позавидовать. Сейчас существует более 1000 названий варганов, и каждым днем, можно сказать, этот список увеличивается. У европейцев это название в основном связано со значением этого слова. Возьмем итальянский скаччепенсьери. Бытует легенда, что итальянские мафиози общались через варган и передавали сообщения, чтобы победить врага. Да? И дословно скаччепенсьери у нас в переводе звучит как «тихий убийца». Раньше в Европе варган считался дорогим удовольствием. Кузнецы, не имея предпринимательской жилки, продавали свои инструменты через корабейников, которые накручивали первоначальную цену. Исторические доказательства величия этого инструмента сохранились на фресках европейских соборов и скульптурах. Например, в соборе, там, в храмах, церквях можно найти фрески или статуэтки, где, например, изображены ангелы, группа ангелов, да, и один из этих ангелов играет на варгане. В 12-13 веках этим инструментом пользовались только зажиточные люди. Они имели в печатах своих рисунки варгана или на ступицах колес имели рисунок варгана. В интерьере, можно сказать, везде были варганы. И у них даже существовала такая игра «Сова», да, это типа казино, где на рулетке нарисованы разные животные, птицы, да, инструменты, и среди этих рисунков был варган. Но дело в том, что когда выпадала, например, вот рисунок варгана, они, наоборот, отдавали свое очко. А когда попадал рисунок собаки, да, они, наоборот, приобретали очко. Вот это до сих пор не исследовано, например. В Якутии хомусы тоже были привилегией обеспеченных людей. Говорят, в XIX веке в хозяйстве богатого якута было не более 30 металлических изделий. Хорошая пила стоила рубль, топор – 1,5, а хумус – целых 3 рубля. Во многих районах Якутии есть мастера по изготовлению хумусов и те, кто славно играет на инструменте. В городе Покровск Хангаласского улуса живет Варвара Сидоровна Капустина. В 18 лет она начала серьезно играть на варгане и теперь в свои 80 с небольшим с ним не расстается. Варвара Сидоровна известна тем, что играет на хомусе традиционным способом. Мне тогда было лет 5. К нам для работы на летней ферме приехали эвенкийские женщины. И я услышала, как они играли на хомусе. Мне это очень понравилось. Однажды кто-то из них обронил хомус со сломанным язычком. Я подобрала его и пыталась играть на нем. Это увидел один старик, тоже эвенк, и воскликнул: «Ах ты, бедный ребенок! Оказывается, хочешь играть на хомусе? Сделаю-ка я тебе хомус». И чуть позже действительно сделал. И уже потом, в 86-м году, когда я переехала в село Немегионцы, вышла на пенсию, вот тогда я основательно занялась игрой на хомусе. А сейчас у меня есть правнучка. Есть такая девочка, которая говорит, что будет играть на хомусе как бабушка. Поживем — увидим.
подлинных виртуозов игры на варгане немного, а официального признания в России удостоился и вовсе только один человек. Во время приезда в Якутию Бориса Ельцина солист Якутской государственной филармонии Петр Агатоев так очаровал первого президента страны своей игрой, что тот немедля приказал наградить и вскоре подписал указ о присвоении музыканту почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Почему-то у всех народов он был сначала деревянным. Или это был бамбуковый, или это был пластинчатый варган. И вот, несомненно, это самая архаическая форма варгана, до того, как стать металлическим. Я предположила, какое природное явление могло стать прототипом для появления вот этого инструмента, источником звука, у которого является сам материал, из которого изготовлен инструмент, или как какая-то звучащая деталь, вот как язычок такой, да, в пластинчатом варгане, который вот имеет какое-то внутреннее напряжение. И я предположила следующее. Во-первых, знаете, конечно же, это связано с деревом, да? А связь с деревом была магической на протяжении очень многих периодов развития человечества. Напомню также идею шаманского дерева, на котором якобы вот воспитывались души будущих шаманов. И вообще считалось, что молния обладает очистительной силой. И вот божества видят, что в таком-то дереве спрятался злой дух, и посылали молнию. И вот такое дерево магически чистое получалось, да? И вот щепки такого магически чистого дерева, говорят, хранились. Я когда поделилась своими наблюдениями с мастером народных инструментов Пантелеймоном Борисовым, то он сказал, действительно, молния мгновенно высушивает и меняет структуру дерева. И именно щепки такого дерева, вот, которые еще не отделились, так сказать, от ветра, они могут звучать, в отличие от веток живых, сырых деревьев. И я вот думаю, что звучание, такое самозвучание этой эоловой арфы, оно привлекало внимание не только людей. Все охотники Сибири в этнографической литературе очень много описаний, как хозяин леса, медведь, трынкает на таком дереве. Воспринималось это анимистами как голос ичи, духа хозяина этого дерева. И поначалу, беря щепку, они имитировали вот звучание голоса хозяина этого дерева, проговаривая через этот инструмент, новый когда-то он был для человечества, проговаривая на его языке, понятном для божественных адресатов, проговаривали свои желания. То есть у нас в Якутии есть термин «этиген хамус», да, то есть сначала говорящий хамус, как бы, да. Есть еще термин «этен оннюр», то есть играет говоря. В 90-е годы прошлого века в Якутии работала целительница Клавдия Максимова, известная под именем Саина. На свои сеансы она приглашала хомусиста Спиридона Шишигина. По рассказам очевидцев, после сеанса хомусотерапии у них открывались новые способности, таланты, исчезали недуги. О целебных свойствах варгана знали еще наши предки. Люди с давних времен использовали игру на хомусе, чтобы лечиться от разных болезней. Где-то там далеко слышится вот звук хомуса. Я так обрадовалась, всегда вот ждала вот этого звука. Потом после этого, да, я не знаю, в каком сеансе, да, точно я не знаю, но в 95-м году я начала смотреть вот это разноцветные цвета. До этого я была дальтоником. Ну, я слышала, что красный цвет, зеленый цвет, но вот такой красный я не знала. Никогда не лечится эта болезнь. Потом я узнала, что красный цвет такой красный, да. После этого я такая счастливая была и начала вот это вышивать. До сих пор я вышиваю.
и начала рисовать. Я сейчас рисую. Поэтому вот хумус, да, хумусотерапия лечит человека, все. У меня нога болела, и я, значит, решила, как говорится, оздоровиться, да. Вот. На этих курсах этот хумус вошел в меня сюда, вибрировал и через ноги вышел. Душа ликовала от его вибрации, легко стало. И с тех пор я полюбила этот хумус, и у меня коленка разогнулась, и, как говорится, а то я даже не могла присесть на это тело. Был разрыв менис. Вот с макушки головы у меня вот какая-то вибрация пошла. И вот я почувствовала, что у меня вот действительно, оказывается, хумус исцеляет. И вот после занятий у меня вот самый первый рисунок мой, вот это хумус, который вот именно оказывается вот в оболочке, да, и вот она вот именно вот это своей вибрации исцеляет вот человека. У меня болело горло. Когда вот Спиридон Спиридонович, он заиграл на своем таком чарующем, удивительном, волнующем хумусе, и вот тогда вот у меня вот тоже, знаете, вот такие вот звуки пошли, как и вот этими звуками, оказывается, я исцелила свое вот горло. Я уже как с 95-го, 96-го года уже не обращаюсь к врачам. Вот она, горло. И я вот поняла, что, оказывается, хумус, хоть он и древний, и все-таки вот эта варганная музыка, музыкальный инструмент хумус, он не только поднимает настроение человеку, но и объединяет людей и в общении, и в интересах, и также и в исцелении. С давних времен хумус сопровождал ореол божественности. Он выступал в роли посредника между средним и верхним мирами. Шаманы при помощи хумуса общались с богами. Понятно, что изготавливать инструмент могли только потомственные кузнецы с сильной энергетикой, которые превосходили по силе самих шаманов. Ведь именно кузнецы делали для них бубны, костюмы, варганы, общаясь с огнем. Чем сильнее мастер, тем пронзительнее будет звучать хумус. И вот эта энергия извлекается, когда играем на хумусе. И плюс энергия исполнителя – очень сильная музыка. Живая. Живая, потому что он отдельно сам не звучит. А когда вместе с человеком, вот человек становится резонатором, там местно только они звучат. Якутский поэт Алексей Кулаковский пророчил 100 лет назад: «Стальной клинок, хранящий сотни звуков, заговорит на многих языках». Так и происходит. В Якутию стремится все больше людей, чтобы услышать чарующий хумус. И хотя предстоит разгадать еще очень много загадок, сегодня в Якутии варган распространен больше, чем в любом другом уголке мира. И это главная победа якутских исследователей, коллекционеров и просто почитателей этого замечательного инструмента.